Сегодня трудно представить нашу жизнь без библиотек. Каждый день там появляются новые книги, газеты, журналы. Сейчас мы находимся на юношеском абонементе Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки. В нашем отделе 70 тысяч книг. Отдел напоминает бесконечный книжный лабиринт, в котором библиотекарь должен уверенно ориентироваться, чтобы найти необходимую книгу и выдать ее читателю. Идите за мной, вокруг меня много книг. Здесь можно увидеть, выбрать, потрогать, полистать любую книгу, взять ее на книжной полке или на выставке, на книжном развале. Настоящая книга учит, воспитывает, показывает красоту окружающего мира, открывает иные миры. Символ нашего отдела в виде читайки. Это мальчик, который стремится прочитать как можно больше книг. Юные читатели хотят знать во всем на свете. Очень часто у них возникают вот такие вопросы. А кто больше? Крупный африканский слон или китовая акула? А как происходят перелеты птиц? Или как образуются слова? И в общем невозможно все даже перечислить. Все эти ответы можно узнать из наших книг. Читая книги, у каждого может появиться любимый книжный герой, который запомнится на всю жизнь. Потому что книга пишется и создается многими людьми. В нее вкладывает свой талант и знания писатель, художник, иллюстратор и даже библиотекарь. Ведь книга должна попасть в руки к читателю. В отделе краеведческой и национальной литературы собрана литература, которая рассказывает про историю и культуру, про экологию и экономику, про образование и науку, про искусство и литературу, а также про спорт чувашского народа и родного Чувашского края. Кроме этого, в отделе есть художественная литература наших местных чувашских писателей на чувашском языке и на русском языке. Для наших юных читателей у нас есть такой открытый замечательный уголок, где на первом стеллаже представлены как народные сказки, так и авторские сказки. На втором стеллаже представлены рассказы, а на третьем стихи наших местных чувашских писателей. Кроме этого, здесь же есть у нас художественная литература писателей других национальностей в переводе на чувашском языке. Я бы хотела показать уникальное издание для наших маленьких читателей, которые находятся в этом уголке. Многие современные книги у нас издаются на двух языках. Уникальность заключается в том, что произведение на чувашском языке, потом оно переведено на русский язык. И есть у нас произведения, которые представлены на чувашском языке. Текст также в переводе представлен на английском языке. Кроме книг в фонде есть
Периодические издания – это газеты и журналы, которые издаются в нашей Чувашской республике. Для юных читателей я бы посоветовала журнал «Пяти». В переводе означает «игрушка». Журнал издается на 2 языках – на чувашском и на русском языке. Также есть страницы, где самостоятельно маленькие читатели могут изучать английский язык. Им же я посоветовала бы газету «Тандаш». В переводе означает «ровесник». Газета издается также на 2 языках – на чувашском и на русском языке. Для молодежи у нас есть замечательный журнал «Самант». Мгновение переводится. Издается он на чувашском языке, где наша молодежь может узнать о жизни и творчестве наших выдающихся деятелей Чувашской республики, о наших популярных звездах чувашской эстрады. Также в этом журнале они могут научиться готовить национальные блюда чувашского народа. Им посоветую я газету под названием «Шамрак Сенхачати». Молодежная газета в переводе означает. Газета издается на чувашском языке. Для более взрослого населения у нас есть журнал «Тванатов. Родная Волга». Это издание на 2 языках, на чувашском и на русском, где печатаются классики чувашской литературы, также современные писатели чувашские. Кроме этого, для воспитателей, для учителей, для преподавателей, а также и для родителей у нас есть замечательный журнал «Халах Школа. Народная школа». Издание также издается на 2 языках, на чувашском и на русском языке. Здесь печатаются сценарии, также печатаются статьи из опыта работы воспитателей, учителей, преподавателей по сохранению и изучению чувашского языка, по сохранению истории и культуры родного Чувашского края. Для воспитателей и для учителей у нас есть методические издания. Это у нас сценарии, это информационно-библиографические и рекламные материалы, которые помогут в изучении и в популяризации известных деятелей Чувашской республики, а также помогут в изучении истории и культуры родного Чувашского края. Всех желающих, кто хочет изучать историю родного края и чувашский язык, приглашаем в отдел краеведческой и национальной. Дорогие друзья, читальный зал – это место, куда вы можете прийти почитать книги, найти ответы на все интересующие вас вопросы или приятно провести время вместе с друзьями. Здесь вы окунетесь в таинственный мир энциклопедий, на страницах которых найдете сведения о разных планетах, об известных писателях, странах мира, о животных и растениях, о достижениях науки и техники и о многом-многом другом. Общий фонд читального зала составляет около 20 тысяч экземпляров книг. В читальном зале собран универсальный книжный фонд по всем отраслям знаний. Отдел предоставляет свой фонд всем читателям, которым он необходим в учебных, творческих, профессиональных целях и в часы досуга. Периодические издания из фонда читального зала помогут сэкономить ваш семейный бюджет и время. К услугам читателей также замечательные журналы, как «Бурда», детская роман-газета, детская энциклопедия, «За рулем», «Лазурь», «Мото», «Наша молодежь», «Родина», «Фома», «Читаем вместе», «Юный эрудит», «Юный натуралист» и другие. А еще здесь проходят самые массовые литературные мероприятия. Приглашаем вас стать нашими постоянными читателями. Приходите, здесь вам всегда рады.
В нашей библиотеке существует консультативно-методический центр по профилактике асоциальных явлений среди детей и подростков. Уже само название говорит о направленности и о задачах нашего центра. Это популяризация здорового образа жизни, правовое просвещение и профилактика правонарушений в детско-подростковой среде. Одним из интересных моментов деятельности нашего центра является клубная работа. И вот клуб подросткового общения «Свободный разговор», он в этом плане очень интересен, потому что основными участниками этого клуба являются условно осужденные несовершеннолетние, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Для этих ребят мы ежегодно разрабатываем коррекционные программы, исходя из вызовов и реалий современности. На наших мероприятиях происходит коррекция многих поведенческих расстройств у таких вот детей. У нас всегда очень живо, весело и интересно. Мы предлагаем хороший досуг таким ребятам. Добрый день! Информационно-библиографический отдел – это справочная служба и Центр информационно-библиографической работы Чувашской республиканской детской юношеской библиотеки. В отделе работает клуб «Юный информатик», мастерская по изготовлению книжных закладок «Подарок любимой книги» и профориентационный центр «Образование и информация», где проводятся встречи с известными людьми, встречи с представителями учебных заведений, проводится тестирование, также оказывается помощь в выборе профессии и подготовке к экзаменам. Открыт доступ к Национальной электронной детской библиотеке и к Национальной электронной детской библиотеке. В отделе представлен уникальный фонд справочной литературы, это энциклопедии, справочники и уникальный планетарный сканер, с помощью которого можно быстро отсканировать любые бумажные носители. Мы ждем вас.
Друзья, приглашаем вас в сектор культурных программ отдела обслуживания Чувашской республиканской детской и юношеской библиотеки. Наш фонд – это яркое сочетание традиционного и современного во всех направлениях творчества, во всех видах искусства. Книги и альбомы по изобразительному искусству, музыке, театру дополнены периодическими изданиями, нотами, фонотекой, а также богатейшими электронными ресурсами. Как познакомить детей со сложным миром искусства? Кто такой художник? Как разговаривать с картиной, написанной много лет назад? Что хотел сказать современник, взявший в руки кисть? Научиться любить и понимать прекрасное, выработать художественный вкус, расширить кругозор вы сможете, посетив наш отдел. Неизменной популярностью среди наших читателей пользуется клуб творческого развития детей «Я не волшебник, я только учусь». В течение года ребята учатся изобразительному искусству и даже готовятся к поступлению в художественную школу. Друзья, всех, кто хочет проявить свои таланты, мы приглашаем принять участие в республиканском конкурсе детского творчества «Прикосновение к мастерству», который проходит ежегодно в преддверии Дня защиты детей. Мы работаем для тех, кто изучает искусство и художественную литературу, кто интересуется новостями и историей театра, музыки и кино, кто почувствовал в себе художника и хочет научиться игре на музыкальных инструментах, кому нравится делать прекрасное своими руками. Приглашаем посетить наш творческий Hello, my dear friends. Nice to meet you. My name is Polly Cow. Would you like a cup of tea? Yes, please. London is the capital of Great Britain. Это все, что вы помните из курса изучения английского языка? Тогда позвольте пригласить вас в сектор иностранной литературы Чувашской республиканской детской и юношеской библиотеки. Здесь вы найдете лучшую учебную и художественную литературу на самых разных языках – на английском, французском, немецком, испанском и на других. Ну или станьте членом нашего клуба English Time и легко и ненавязчиво погрузитесь в культуру и традиции англоязычных стран. Добро пожаловать! Добрый солнечный день, мальчики и девочки! Сегодня я вас познакомлю с отделом, который называется «Малыш». Мы обслуживаем детей дошкольного и младшего школьного возраста. В нашем отделе очень много книг, и все они яркие, красочные и новые. Представляете? И попадают они прям к нам из издательства. Не только из Москвы, но и из разных городов нашей необъятной страны. Все они разные, красивые. Если вы их посмотрите, вы обязательно захотите их прочитать. Сейчас мы находимся на абонементе. Мальчики и девочки, здесь вы можете взять любую книжку на 2 недели к себе домой, прочитать ее, а потом вернуть.
Ребята, в нашем читальном зале очень много энциклопедий, и все они на разную тему. И география, и животные, и динозавры, и все-все-все, что вам нравится, мальчики и девочки. А сейчас я скажу вам по секрету, что в нашем отделе живут самые настоящие сказочные герои, которые обитают в игровой комнате. Посмотрим на них. Живут самые сказочные герои сказок, которые сделали своими руками дети и родители, наши читатели. А на сказочной карте «Россия» вы найдете чувашского сказочного героя Улыма. Мы всегда рады видеть вас в нашем отделе. Приходите в гости и читайте